это продолжение рода в духовной жизни каждого народа, украшено брачными обрядами и обычаями. Свадебная традиция является источником душевной энергии, освещая духовный мир и облик народов. Наша задача – рассказать вам о свадебных обрядах и обычаях шушминских удмуртов. Для начала давайте определимся, кто же они, шушминские удмурты, и чем отличаются от остальных удмуртов. Удмурты, расселенные вдоль бассейна реки Шушма, составляют шушминский диалектный говор. Это удмурты Балтасинского района Республики Татарстан, Маритурекского района Республики Марий-Эл и Малмышского района Кировской области. Сюда же примыкает приграничная с кукмурским диалектом деревня Лильвиш. Насчитывается более 40 населенных пунктов, в которых проживают шушминские удмурты. Это что-то около 10-12 тысяч человек. Живя веками в иноязычном окружении, шушминские удмурты отличаются от остальных удмуртов одеждой, говором и менталитетом. И, конечно же, отличаются свадебными традициями. Хотя, как сказать, ведь сегодня многие свадьбы на просторах России, независимо от национальности новобрачных, совершаются по книжным или интернет-сценариям. Так что посторонний наблюдатель может не понять, представители какой национальности справляют свадьбу. Послушаем сначала, зубы у вас болят, не болят. Дышите глубже. Полагаем, что зрители, проявляющие неподдельный интерес к свадебной культуре данной этнической подгруппы, ознакомлены с описаниями данной книги, и потому, пользуясь поговоркой «нельзя обять необъятное», детальные подробности оставим за рамками этого фильма. Устоявшаяся в течение многих десятилетий четырехдневная основа традиционной свадьбы распалась в середине 1980-х годов. 4 свадебных дня сократились до 2 дней. В первый день веселилась молодежь, уже не выходя за пределы домов жениха и невесты. Во второй день пировали родители и пожилая родня, по-прежнему продолжая гулять по домам обеих деревень. Такой порядок бытовал недолго. С приходом 21 века двухдневные свадьбы превратились в однодневные. Обязательным атрибутом всех современных свадеб выступает оператор с видеокамерой. С самого утра сопровождает он молодоженов, запечатлев каждый их шаг на видеопленку. Благодаря их трудам и появился этот фильм. Стучат взволнованно сердца и молодым. Пусть будут руки золотыми, характер тоже золотым. Ах, этот Первые кинокамеры стали появляться в народе в конце 70-х годов прошлого века. Среди таких счастливчиков оказался и Петров Иван Семенович, уроженец деревни Караксерма. Проявляя интерес ко всему происходящему вокруг, он успел снять эпизоды из настоящей удмуртской свадьбы 8 ноября 1981 года. К большому сожалению, узкопленочный аппарат не записывал звуки. Снятые кадры остались немыми. В 2011 году бобины с изрядно высохшими пленками были доставлены в Казанскую студию кинохроники. Специалисты этой студии оцифровали любительские фильмы. Среди них и маленький обрывок настоящей удмуртской свадьбы, который представлен вашему вниманию. Жених и невеста, как и полагается, главные герои современной свадьбы. К удивлению молодежи, так было не всегда.
Женихи и невесты в прошлом на своих свадьбах не принимали участия. Поезжане веселились без них. Жених оставался дома в роли Золушки. Родители обязывали его присмотреть за домашним хозяйством. Только в конце 1960-х годов их обоих вместе усадили за свадебный стол. В назначенный день свадьбы поезжане собираются в доме жениха. Знатоки и приверженцы старых добрых традиций стараются соблюдать обычаи прошлого. Перед дорогой полагалось исполнить хотя бы 3 куплета песен. Свадебный кортеж – украшение современной свадьбы. 100 лет назад, конечно, машин не было. Вместо них наряжались повозки лошадей. У зажиточных слоев населения таких повозок насчитывалось до 12 Выше птичьих стай, в небе ветра быстрее и ярче огня. Мимо горьких бед, пусть летит к тебе моя влюбленная душа. Все, что золото, О том, как справлялись свадьбы наши предки 100 лет назад, узнаем из трудов русского этнографа Сергея Афанасьевича Багина. Являясь священником и миссионером Казанской епархии, Сергей Афанасьевич изучил татарский, арабский языки, в совершенстве владел удмуртским языком. В 1897 году вышел в свет этнографический очерк «Свадебные обряды и обычаи ватяков Казанского уезда», составленный им по личным наблюдениям.